Если же граждане уже забыли об ограничительных мерах и вновь вернулись к обычному ритму жизни, то врачи продолжают бороться с невидимым, но ощутимым врагом. Коронавирусные больные ежедневно поступают в инфекционные отделения. Вместе с этим государство продолжает выплачивать единовременные выплаты медицинским работникам. Правда, поначалу было много недопониманий, кому они точно полагаются и в каком размере. Все сомнения развеяли 415 и 484 постановления правительства России от 12 апреля этого года, в которых четко прописано, какие выплаты должны получать за работу с ковидными больными. Медицинский работник, который оказал медицинскую помощь больному с коронавирусной инфекцией, он подпадает под 415 постановление. Под 484 подпадают только те медицинские работники, которые оказывают эту медпомощь коронавирусным больным в условиях стационара и специализированной бригады скорой помощи. Так, согласно 415 постановлению, выплаты осуществляются в зависимости от количества отработанного времени и объема работы, а по 484 постановлению оплата фиксированная и единовременная, то есть не зависит от количества рабочих дней. Однако некоторых врачей начали возмущать цифры, а именно работников амбулатории. По их словам, они несут такой же риск, что и стационарные врачи, только оплачивают их труд и не в размере 80 тысяч, а 20. Мы выходили, пытались объяснить, что это таковы требования постановления правительства России 484, что именно речь идет о тех врачах, которые находятся в отделении, то есть они в СИЗах, они закрыты, они 24 часа в сутки находятся в этом отделении, у них это особо важная работа считается. И мы попытались объяснить, что ваш уровень риска и уровень риска этой категории – это разные вещи, и тем более это требует постановления правительства Российской Федерации. Но вроде бы больше таких жалоб не поступало. По словам Минздрава, долгих задержек не бывает, а то, что более 2 дней решения возникших проблем с выплатами не затягивается, подтверждают и сами врачи. Мария Котеева работает в красной зоне еще с апреля. Уверенно заявляет, все средства за отработанное время получила, начисления идут своевременно. Бывают там какие-то мелочи, там в табеле не проставили и так далее, но эти моменты решаются за день-два. Выплаты производятся ежемесячно. Там 2 приказа, 485 и 415 приказ, а федеральные выплаты, то есть в полном объеме выплачиваются. Правда, довольными ковидными выплатами остались далеко не все медицинские работники. Мы создали профсоюз, но наше руководство скорой медицинской помощи отказывается сотрудничать с профскомом. Мы обращаемся в прокуратуру и другие органы власти провести проверку действия и бездействия решения руководства скорой медицинской помощи. Это видеообращение несколько дней назад попало в социальные сети. Работники скорой помощи утверждают, что не получили полагающиеся им выплаты. В Минздраве объясняют, что фиксированные выплаты в размере 50 тысяч рублей полагаются только ковидным бригадам, а всем остальным делается перерасчет согласно 415 постановлению правительства страны. Немного недопонимания идет у медицинских работников станции скорой помощи. Вот есть приказ Минздрава России 198-Н. На основании этого приказа нашим министерством издан приказ, где главным врачам станциям отделения скорой помощи дано указание определить общепрофильные специализированные бригады. То есть это именно те бригады, которые будут выезжать и оказывать медицинскую помощь именно больным коронавирусной инфекцией. И только эти бригады подлежат выплатам по 484 постановлению. Иные бригады, которые выехали на вызов, там, сконтактировали или в рамках своей профессиональной деятельности оказали какую-то помощь этому больному, они под 484 не подпадают. Если же бригада скорой помощи выехала на обычный выезд и там оказался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, информация фиксируется. В случае подтверждения заболевания медики попадают под 415 постановление, то есть им оплачивается проделанная работа согласно закону о ковидных выплатах. Однако сказать точно, полагаются ли работникам. На этом видеообращении единовременные выплаты в Министерстве здравоохранения не смогли. Объяснили тем, что расследование еще продолжается. Если выяснится, что фельдшеры и остальные работники на видео работали с ковидными больными, все деньги будут выплачены в соответствии с требованиями закона. А тем временем число коронавирусных больных в последний месяц резко увеличилось. В сутки доходит до 500 человек. В больницы все чаще поступают с осложненными формами заражения. Медики призывают быть осторожными, беречь свое здоровье, укреплять иммунитет, не пренебрегать средствами защиты и своевременной дезинфекцией. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.